Почти $3 миллиона выделило правительство США Висконсинскому университету на программу по изучению ситуации в Средней Азии. В рамках исследований американский вуз проведет, внимание, тренинги для киргизских мигрантов, в приоритете те, кто когда-либо работал в России. Программа предполагает, что с мигрантами в течение 6 недель будут обсуждать геополитическую ситуацию в мире, социальные проблемы, которые волнуют киргизов, и другие вопросы. Общаться с ними будут на русском и киргизском языках. Координаторы проекта – профессор социологии Висконсинского университета Теодор Гербер и исследовательский центр Центральной Азии. Планируют создать 6 групп участников. Согласно программе, в каждой команде будет до 10 человек в возрасте от 18 до 49 лет. Все сотрудники, которые будут общаться с киргизами, цитата, «прошли подготовку в области защиты прав человека». Тоже все открытая информация. Вот и получается, Владимир Александрович, что под таким достаточно благовидным предлогом, как это обычно всегда звучит в СМИ, особенно в СМИ, без какой-то идеологической окраски или с либеральной идеологической окраской, звучит это очень хорошо. Образовательная программа. Но на деле-то это, получается, не совсем образование, я правильно понимаю? Да, это, скорее всего, поворот мозгов в сторону Запада. Вербовка. Однозначно, да, практически так. Ну, это может быть слишком грубо сказано. А на самом деле это просто вот эта вот мягкая сила, которая направляет туда, куда нужно Западу. И без этого нельзя. Недаром они такие большие деньги нам предлагают. Да, ну, или нашим партнерам, нашим бывшим республикам, сегодня самостоятельным государствам. Но просто этот процесс, интересно, вот он начался, появилось сообщение конкретно об этой программе, на фоне того, что какие-то институты, инструменты мягкой силы Запада, какие-то НКО, правозащитные организации у нас потихоньку прижимают, закрывают. Потому что у нас они когда мы понимаем, что они никакими правозащитными действиями не занимаются чистой воды пропагандой, или еще какой-нибудь там подрывной информационной деятельностью, то, конечно же, мы с ними прощаемся. И вот они переходят уже на наши такие рубежи. Это новые технологические подходы, получается, на новом принципе. То есть образовательная структура, это беседы, это ничего не обязывающие, может быть, даже решения какие-то. Это просто знакомство как бы. Так? И передача информации подспудной, вторичной, казалось бы, но она та, которая заходит в подкорку головного мозга. И уже потом человек будет принимать собственные как будто решения. А наши люди уже сталкивались с такого рода воздействием на протяжении нашей истории? Да это не только наша история, это мировая практика говорит об этом, что так и делает всегда. То, что нужно решить, решается не в лоб, не военными действиями, не прямой конфронтацией, а именно вот, с подходом как бы изнутри, разваливая ту или иную структуру. Мы с вами это пережили на собственном опыте, знаем. Советский Союз разрушить не удалось. Ни Первая мировая война тогда Россию не поколебала особо-то, да? Ни Вторая мировая война ни на Востоке, ни на Западе не увенчалась успехом. А вот, пожалуйста, вот эта кропотливая по капельке работа, которая принесла кино, искусство, свои результаты, разговоры, все потихоньку это все подтачивает. Но, к сожалению, видите, наверное, все-таки видно было, что не все так гладко и не все хорошо. Народ-то все-таки понимал, что идут не туда. И вот эти слабые моменты взяли и использовали. И сегодня там же тоже принимают это. Очевидно, что если мы говорим о подобных действиях Запада в Киргизии, конечной целью данной операции является не Бишкек. При всем моем уважении к нашему союзнику по ОДКБ, к члену Таможенного союза, к очень близкой, братской нам стране. Да, если учесть, что даже президент Киргизии закончил в свое время наш Московский институт управления, и он частенько бывает гостем у нас здесь, в Москве, и посещает свой вуз, альма-матер, как говорится, и выражает, в общем-то, признательность тем педагогам, тем профессуре своей, значит, что ему дали такие академические знания, богатые, что он способен вот управлять и государством теперь. Я больше чем уверен, что этих людей, которых подготовят на эти $3 миллиона, выделенных американским правительством Висконсинскому университету, будут направлять к нам в страну.
Мы можем Так, как-то под противодействовать видом этому? рабочей силы, так, информационной силы какой-то, корреспондентов, конечно. Дело в том, что вот на это и надо обращать внимание уже заранее. И, соответственно, принимать, наверное, ответные меры. Какого же рода меры мы характера. можем принимать в такой ситуации? Ну, опять образовательная система должна быть налажена, взаимоотношения вот эти вот. Образовательная система не у нас, а там, у них. Там мы должны отдавать свои идеи туда. Опять свои Брать учебники, студентов. брать студентов сюда на обучение, взаимообмен вот этот вот. Культурный взаимообмен расширять. Через культуру, наверное, больше можно сделать, чем через политику в целом и экономику.